Продолжаем выпуск. Память, которая объединяет. Поисковики со всей России приехали в Севастополь на вахту памяти. Сейчас работы идут в районе Темной Балки и Камышловского оврага. Что уже удалось найти на сборных железобетонных огневых точках, уцелевших со времен войны, репортаж нашей коллеги из ГТРК «Севастополь» Анны Шустер. Что это? Кусок? Осколок мины. Да, осколок мины. Эти находки – напоминание о боях за Севастополь 41-го года. По крутым склонам Темной Балки и Камышловского оврага проходили полосы оборонительных сооружений. Здесь стоял 287-й стрелковый полк 25-й Чапаевской дивизии. Так как Чапаев родился в Чебоксарах, представители этого города называют особой честью участвовать в Севастопольской вахте памяти. Работать на Южной земле намного сложнее, чем в средней полосе России, говорит Евгений Шумилов. Каменистый грунт, то есть эти бывшие ходы сообщения, окопы, блиндажи, они завалены, причем завалены большими камнями, валунами. И при работе даже с миноискателем, который дает в средней полосе результат, то есть можно нащупать каску, можно нащупать там еще какой-то металлический предмет, лопату, котелок. Здесь прозванивается очень тяжело, потому что под камнями щуп здесь не берет, надо работать киркой. В поисковом отряде Чувашии 14 человек. Вместе с ними в вахте памяти принимают участие представители еще нескольких регионов страны, от Краснодара до Калининграда. Сейчас поисковики работают на железобетонной огневой точке. Такие бойцы строили, чтобы отстреливаться при отступлении. На счету была каждая минута. Поэтому блоки скрепляли не раствором, которому нужно было время, чтобы схватиться, а вот такими штырями. На вооружении у тех, кто занимал эти укрепления, были пулеметы. Бойцам приходилось противостоять не только минометному огню, но и страшной жажде. Ближайшие источники воды, родник и река Бельбек, находятся на расстоянии более 7 километров отсюда. И когда враг отрезал туда дорогу, вместо воды бойцам стали привозить бутылки шампанских вин Санкерманского завода. Одну из таких с маркировкой 1939 года нашли поисковики, а в нескольких шагах от огневой точки лежал моряк. Об этом говорит найденная пуговица. Еще одна находка – противогаз. Противогаз. И вот на кусочке, резиновом кусочке противогаза, отдельно там есть такой кусочек, две буквы РД. Установить по этим буквам личность героя не удастся, уверены поисковики. Скорее всего, он нацарапал инициалы, чтобы не перепутать свои вещи с вещами других бойцов. Сколько из них также навечно остались в этой земле и имели в кармане медальон с именами? Вопрос, ответ на который участники вахты памяти надеются получить во время работы. Анна Шустер, Александр Соловьев, Михаил Кисель. Вести, Севастополь.